мы выезжаем из Ухты в отпуск. Капитальный ремонт АЗС. Один из самых плохих наших участков. Все, совсем все уже пусто. Мы залили полный бак, выехали из Ухты. У нас расстояние на севере огромные. Ух, сколько леса, да. Бесконечно идут вот эти лесовозы. Опять идут ремонтные работы. У нас идет перекос. За нами очередь. Слева у нас движение. В настоящее время пыль вытереть. Стояли первую очередь. Вот Кировская область. У нас сейчас будет обед, он же ужин. Мы сейчас встретили своих подписчиков. Дорога новая, даже еще не расчерчена. Ой, как вкусно пахнет полями, ты чувствуешь? Скорее всего, в очередь на заправку, да, там просто одни фуры. Ждут, наверное, когда привезут. Колейность сильная, просто. Вот есть... У меня сейчас очень важная миссия. 1000. Не закрыто. Бля, мы будем стоять. Я говорю, у вас до скольки будет технологический перерыв? Обнаружена усталость. Не, нету. Нету? Нет. 95-й будет только завтра. 1167, время... Доброе утро из Кады. Сегодня 16 июля. Пасмурное небо, ветерочек. Завтрак. Надо будет потом придумать, как сахар нам возить. Так, раз розетка. Сразу смотрим, чтобы ничего не забыли. 2 розетка. В шкафу ничего, тут ничего, ничего. Да, все я возьму. Тапки не берем. Выходим. Да, тут прохладненько. Мы, кстати, пользовались здесь холодильником. Вот. Продукты держали здесь. Чайничек здесь брали. Ого, ветерочек там. О, как у нас тягончики есть. Время 10:17, на улице 13 градусов. Сегодня 16 июля. Выезжаем из Кады. Что наша самая главная цель — заправиться. Так, 95, 68, 19. Никого нет. А, нет, Слушай, есть. нормально. Это разве очередь? Это вообще ни о чем. Ни о чем, да. Тем более нам вон туда у нас справа бачок. А это все, наверное. Не, это 90, что-то написано. А там что-то написано должно быть? А, 95, вот нам сюда. Да. Вон туда, за Логаном. Я не знаю, эти, наверное... А, у них, не знаю, куда они. Они с котиком. — 30 литров лимит. А нам сколько надо? Хватит. На улице 12 градусов, но вышло солнышко. Всем привет! Сегодня у нас 16 июля. С утра мы заехали в Кады на заправку Роснефти. Там заправились без проблем. Очереди из 2 машин, из 2-3 машин. Цена бензина 68 рублей 19 копеек. То есть мы, лимит 30 литров, мы вначале 30 литров залили, потом вот так вот в конец очереди, там перед нами опять 2 машины было, встали и еще залили 20 литров. Итого 50 литров мы сейчас залили. Едем дальше. Мы уже проехали 56 километров. И трасса, можно сказать, совершенно пустая. Фур вообще нету, да? Какие-то такие... Ну, есть немножко. Вообще очень мало машин. Просто удивительно. Кострома 83, Заволжск 40 и Годово 28. Мы едем на Кострому. Но не в Кострому.
надо думать об ней. И я стал думать об ней так, как думается дорога. Дорожка с небольшими сюрпризами, то есть ехать надо аккуратненько. Такие промятины на обочинах. Судиславли. Прямо, Галечка, Строма, направо. Видимо, ждут. Ждут, наверное. Просто стоят, ждут. Бенза нет. Роснефть. Есть бенз. Что-то одни эти. Непонятно. Легковушки есть там? Одна джип какой-то стоит. Никого нет. Как-то тут обедали. Хоть обеденное время, а никого нет. Так тогда тоже мы были и одна Одна машина. семейка. Да. Тихий, чуть слышный скрип. Эти АЗС-ки, они сейчас все пустые будут стоять. И жужжание комара над ухом, под одеялом. Сакерина. Это уже все пусто. Дизельное топливо только есть. Даже такое случается. Главное, не упустите возможность, если вы еще не с нами, прямо сейчас загружайте фотки. Вот сегодня загрузили, завтра можем позвонить вам. 95-й, 0. 92-й, 130. Дизельного тоже нет. Фига себе, 92-й, 130. Чего? Дизельный может быть? Нет, дизельного нет. 92-й, 130. Ага, 95-го тоже нет. Это мы едем по Костроме. Торговый центр. Справа, да. Сейчас ты увидишь набережную справа. Река Волга. Торговый центр Рио. Номера здесь 44-й регион. Тут у нас такая развязочка. Немножечко не туда мы съехали. Разворачиваемся. Поверните направо. У нас Бузова была выключена. 3 километра. Поэтому Вова сам ехал как мог. Старался. Без Бузовой тяжело. Нет, я как бы это немножечко. Главное, едет и говорит, я не туда еду, и все равно поворачивать не туда. Ты понимаешь, а сделать ничего не можешь, да? Татнефть. Какая легковушечка стоит. 95-й 113 рублей там был на вывеске. Ну. Здесь по нулям. Дизельная 130. Energy. Будихина. Кострома сырная. Ой, это мышка. Что продавать? Слева. Въезжаем в Ярославскую область. Мишка. Медведь один.
А, по нулям, Вова. Ну, Только по нулям. дизельная. Только дизельная? Да, только дизельная. Что-то там. Авария. Колесо лопнуло, что ли? Не пойму. Нифига себе, как сильно стукнуло. Так, мы подъезжаем к Ярославлю. Татнефть. 66, 79, 95. Вот если ты небольшая больше. Да. По сравнению с Орловым. Да, и вот другая сторона. Тут по нулям. Газпромнефть. Едем по улице Зеленая. Едем по Ярославлю. По Суздальскому шоссе. Хотим выехать на объездную. Ориентируемся чисто вот на зданиях улицы и номер дома. Написано, мы забиваем на картах и только понимаем, где мы находимся, и сами уже визуально строим маршрут. А так навигаторы здесь не работают. Вообще в ноль. В ноль, да, полный. Как в Сыктывкаре, такие же разноцветные домики. Так, нам главное Калина. Вот Суздальская Да. 70 проехали. Мы едем прямо, направо Ярослав, налево Москва. Там что у нас? Рыбинск, Углич, Вологда, Кострома, Москва налево. — 76-й регион здесь уже. Торговый центр. Шоколад. Ремонт идет. Ну тоже, асфальт смотри, снимают. небольшая очередь. Не, верхи. В Ярославске насчет бензина как бы нормально. Только 95-й продается. Дизельки 92-го нет. Ага. Ремонт дороги. Асфальт снимают. Это мы едем по объездной Ярославля. Вологда, Архангельск, Углич, Тверь. Куда ты лезешь-то? Вот не может терпеть вот этот. Наладить. Клюет тебя кто-нибудь в нос и нас зацепит еще. Потом он несется фура. Время 14:15. У нас перекус. Колбаска вкусная. И огурчики. Так, выехали мы с Ярославля. Трасса Ярославль-Углич совершенно тоже пустая. Погода у нас уже 13,5 градусов. Чуть-чуть
увеличилась, дождик закончился. То есть все отличненько. Сейчас мы ищем какую-нибудь такую отворотку. Откроем чемоданы, достанем джинсы, куртку. Утеплимся до кроссовки, а то мы едем в одних шортах да футболках. В такую погодку не погуляешь. Вон, чувствую, какую мы тут шикарную парковку нашли. Прямо рядышком с музеем космоса. Вот, П. Прям как на заказ. Сейчас будем открывать чемоданы. Пока вот так. Какой еще ветер сильный. Я буду утепляться. Дубачил. Можно и в музей сходить космоса. Мы переоделись. У нас там футболка, на футболку кофта, на кофту кофта. Вообще куртку сразу одел. Я думаю, так не езжу. В отпуске. Это все жены паникерши. 16. Она плохой делает микроклимат у нас. 16. От нее один трэш. Представляете? Так у него там подкрутка еще, чтобы было утепление. Я хотел снять футболку, ты тут с женой паникерши. Мы еще только выехали в часть дома. Смотри, паникерши. У него футболка, а на футболке еще поло. О, какая-то дырка. Вот эта столовая, но она, к сожалению, закрыта. Время 3:30. Мы решили нормально покушать в столовой, там в кафе. И тут по дороге только у нас одна столовая. Рейтинг 4,2. Ладно, забьем. Уже на единственное. Внутри как этот Советский Союз. Там прям даже в комментариях Советский Союз. Название у нее тоже только столовая. Заделись. Ну, солнце пятнашка уже. Вот, работает она до 4. Время 3:30. Подъезжаем, она закрыта. Девочка спрашивает, мы говорим, там рядом гуляют. Я говорю, где у вас столовая? Там ни вывески, ничего не написано, что столовая. Говорит, вот, белая. Я говорю, а что, она работает? Нет, говорит, не работает. Она говорит, когда у них работает, у них дверь открыта. Я говорю, ну понятно, все. Едем голодные. Не, ну у нас перекус-то еще есть. Хотелось просто супчику, пюрешку, котлетку. Вова, тебе что хотелось? Не буду говорить. Зачем травмировать психику? О, маленький. Малинки проезжаем. Маленький хотел. Мы сейчас проезжаем по разным таким деревенькам. Такие маленькие, хорошенькие деревянки. Так, смотри, как угодится дорога. А дорога сейчас покажу. У нас в Коменной федералке такой нет. Да, дороги здесь шикарные. Вот это дороги между селами. Где столовая работает? До 4, но они заканчивают в 3:30, уже никого нет. Поверните направо. Прямо 2 километра. Ух ты, это очередь на паромную переправу. Не знаю, куда это. Или надо подъехать, хоть посмотреть, что это, да? Не, ну там в машинах никого нет. Да это может рыбаки какие-нибудь. Может быть. Пустые машины же, да? Да.
Вон стоит чувак. Что-то он свою машину там шатает. Дверь не может открыть. Слушай, ну где пароль? На той стороне. Ну чё, будешь Паромная ждать? переправа. А сколько надо ждать? Надо узнать. Вон она на той стороне. Блин, наверное, уже уплыл. Нет. Углич.